К сезону урожаев готовится в саде «Гигант» Ингушетия. Там начали весеннюю обрезку плодовых деревьев. Процедура обязательная. Она продлит жизнь растениям, стимулирует их рост и получение большого урожая. Таким образом, сад получает необходимый ему уход, а местные жители – рабочие места. С начала месяца там трудится более сотни человек. Репортаж Жаридат Халухоевой. Вот так веточка за веточкой идет обновление яблоневого сада. Каждое деревце нуждается в индивидуальном подходе. Поэтому обрезку кроны рабочие проводят очень аккуратно, чтобы не повредить здоровые ветви деревьев. Здесь все как у парикмахера, только инструменты размером побольше. Вместо ножниц специальные пилочки и секаторы. Главное знать, какие ветки можно резать, а какие нет. Лида Ивлоева трудится в саду уже 3-й год. Сегодня их 5-я бригада занимается обрезкой яблонь сорта Golden 2014 года посадки. Женщина делится. Работа у нее хоть и не из легких, но делать они ее стараются качественно. Делаем обрезкой, снизу защили уже скокообразные. Но мы стараемся делать быстрее, потому что уже поджимает весна же, уже цветение пойдет. Поэтому мы стараемся как можно быстрее и качественно сделать. Ежегодный уход за плодовыми и забота о растениях – это и есть главный залог будущего урожая. Обрезка деревьев необходима для лучшего роста плода, так как молодые ветви, которым до 2 лет, дают намного больше фруктов, а старые, забирая много влаги, мешают расти молодым. Это своего рода омоложение деревьев. Пониже вот так держи. Вот так. Будь то черешня, абрикос, слива или другие косточковые, которые выращивают в саду, каждое дерево имеет свою структуру роста. Поэтому и методы обрезки здесь используют разные. Например, персик отличается большой пробегообразующей способностью, поэтому необходимо прореживать и ветки, и пробеги. Но это лишь одно из звеньев большого процесса. Важно также вовремя поливать деревья. Речка отстаивается, здесь ценхи насосочные подавады вот через эти гидранты, цукапельные орешения, они харгена поливать. Трудится здесь свыше 100 рабочих из 10 бригад, каждая на своем участке. Чтобы этот сад по-настоящему расцвел, ему необходима подкормка удобрениями и обработка против различных вредителей и болезней. В «Гиганте» для этого используют особый субстрат, который распыляют сразу вслед за обрезкой. Уже более 500 гектаров обрезано. До конца марта планируем полностью закончить всю обрезку. И следом идут, конечно, подготовительные работы к опрыскиваниям, гербицидами, очистка, уборка порослей. Соответственно, по очереди все по плану идет, по графикам все расписано. И следом тоже идет опрыскивание, опрыскиваем препаратом 30. Купоросом обработали уже больше половины. И все идет по графику, по плану. Предприятие «Сад Гигант» располагается на 1000 гектарах земли. Косточковые сорта, абрикосы, сливы и вишни здесь выращивают уже 3 года. На них отведено 16 гектаров. Явные фавориты в саду, конечно, яблоневые деревья. Здесь насчитывается 19 сортов плодовых деревьев. В этом году к ним присоединятся еще несколько тысяч саженцев, благодаря которым аграрии планируют увеличить урожай. 98 гектаров нового сада еще должен заложить. И планируем с 1 апреля начать посадку. Яблони у нас поступают с Италии, должны поступить саженцы более 400 тысяч. И вот эти 98 гектаров засаживаем у нас и полностью сад заканчиваем посадку сада. Растениеводческий полк яблоневого сада «Гигант» обещает пополниться еще и виноградом на 10 гектарах земли. Сажать и выращивать яблоки все работники сада давно уже научились. Система выращивания винограда совершенно иная, но благо опыта работы с ним у садоводов имеется, что дает надежду на хороший урожай через определенный срок. Трудятся в саду аграрии постоянно. На сегодняшний день уже выполнено 30% объема весенних работ. Как только закончат обрезку засохших ветвей и дикого нароста, останется только ждать урожая сочных плодов. Жаридат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24.